Это письмо-автобиографию ветерана войны Исаи Гиева его дочь писала под диктовку в далеком 1981 году. И несмотря на контузию и прошедшие десятилетия, ветеран помнил все до мелочей. В документе расписаны все годы и города, в которых он воевал, названия госпиталей и даже улицы, на которых они были расположены. В 1939 году его призвали в ряды советской армии, служил в Архангельске, а перед началом Великой Отечественной рядового Гиева направили в Литовскую, а затем в Эстонскую ССР. Танкистом он прошел от Сталинграда до Днепра. Он был в Сталинградской битве, что за взятие Берлина ему дали медаль. Сразу, как они вошли в Берлин, он был один из первых среди танкистов, которые вошли в Берлин. Ему прямо на месте дали медаль. Генерал ходил, говорит, и сначала вешал медали, а документы только давали потом. 4 мая 1944 года младшему лейтенанту Исаи Гиеву, который на тот момент уже 5 лет был в рядах советской армии, зачитали письмо о депортации кавказских народов и об его отчислении из полка. Командир, не желавший отпускать бойца, посоветовал Гиеву написать письмо с просьбой оставить его на фронте. Он воевал хорошо, первый шел в атаке, и генерал сказал, говорит, если уйдет усач, то кто мне будет в атаку водить танки? И только в 1946 году по приказу Президиума Верховного Совета младший сержант Исаи Гиев был демобилизован. Он отправился в Казахстан искать семью, которую не видел 7 лет. Обычно он про войну так не рассказывал. Единственное, помню, что когда шли какие-то великие отечественные фильмы про войну, у меня всегда слезы с глаз шли. Я всегда думала, почему он так плачет. Воины-ингуши в годы Великой Отечественной войны отличились мужеством и отвагой. Каждая история жизни ветерана ВОВ – это настоящая школа жизни, пример для подражания и то, чем стоит гордиться. В списках наших соотечественников, сражавшихся в Великой Отечественной войны, есть весьма необычное имя для ингуша – японец Абадиев. В марте 1947-го он становится командиром вновь сформированного 255-го отдельного чечено-ингушского кавалерийского полка. Участвует в боях по отражению наступления в направлении Кавказа, Сталинграда и в тяжелых боях в междуречье Доны и Волги. Это уже человек, который прошедший всю войну, получивший тяжелые ранения, на самом деле очень тяжелый, потому что у него кончика носа у него не было, потому что отсекло ему осколком. Осколочные, от бомб у него осколки в голове были, у сердца был осколок, то есть ожоги по всему телу. Буквально одевался с болью, настолько вот у него тяжелые эти. Каждая из этих фотографий теперь хранится не только в семейных альбомах родственников, они украшают и стены музея краеведения. Сотни фотоснимков приносят родные и близкие тех, кто защищал свою родину ценой жизни. Все они лица победы, приближавшие ее тяжелых 4 года. Всероссийский проект под таким именем, организованный Минобороны страны, объединяет героев войны и их потомков. В его рамках любой из родственников может прийти в музей и предоставить документы и фотографии о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной. Но в период карантина сделать это можно и дистанционно. Можно вбить в строчку браузера «Музей Победы. Исторический депозитарий». Зайдя на сайт и вбив свои данные, любой может добавить историю своего родственника наравне со всеми, ковавшего победу в Великой Отечественной. Проект «Лица Победы» имеет международный статус. Внести сведения о своих родных и близких в исторический депозитарий Музей Победы может гражданин любой страны. Дана Плиева, Новости 24.